В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абуев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится понедельник, 30 июня? В единстве сила. В первую очередь наша задача – это социальное спокойствие, то как раз чем мы занимаемся и что мы с вами обеспечиваем. Грозный отметил День профсоюзного работника. Как меняют жизнь трудящихся к лучшему. Чеченский Прованс. Это место давно уже пользуется огромной популярностью среди жителей и туристов. Здесь гости могут не только полюбоваться горными пейзажами, но и насладиться фирменными напитками с лавандой. Первая лавандовая ферма расцвела в селе Нечинах. Как супруги Арцуевы превратили суровые горные склоны в рай цветов. Классика на бис. Указом главы Чеченской Республики, Героя России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым нашему театру, которому 94 года, присвоено звание академический. Культовая комедия «Божья Али» закрыла 94-й театральный сезон. Какие грани чеченской жизни она продолжает остроумно раскрывать. В Министерстве по национальной политике, внешним связям, печати и информации состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам социальной и культурной адаптации иностранных граждан. Встреча прошла под руководством заместителя министра Асайдмагомеда Баширова. Представители органов власти обсудили меры, направленные на успешную интеграцию иностранцев в чеченское общество. Среди ключевых тем – создание благоприятных условий для проживания, обучения и работы, а также предотвращение любых проявлений экстремизма и ксенофобии. Участники также затронули вопросы организации культурных мероприятий, языковой поддержки и контроля за соблюдением миграционного законодательства. В завершении собравшиеся отметили, что создание комфортной и безопасной среды для гостей способствует укреплению межэтнического согласия и развитию международного сотрудничества. Мы сегодня, как результат эффективной работы национальной политики нашего региона, можем констатировать, что за последние 20 лет уж точно, гарантированно на территории нашей республики не зафиксировано ни одного конфликта на национальной и на межрелигиозной почве. Это еще раз говорит об эффективности деятельности команды главы нашей республики, и самого главы прежде всего. И очень приятно наблюдать за тем, с каким вниманием, с каким трепетом представители всех министерств, ведомств, муниципалитетов относятся к этим вопросам. В Грозном торжественно отметили День профсоюзного работника и профсоюзного активиста. Лучшие сотрудники были удостоены ведомственных знаков отличия. Профсоюзы ежедневно стоят на страже прав и интересов трудящихся. К ним обращаются с самыми разными вопросами – от заработной платы и охраны труда до увольнения. Репортаж Лимды Джамалдиновой. Выступление артистов, громкие аплодисменты и праздничная сцена. Дом профсоюзов сегодня ожил в совершенно особой атмосфере. Вместо привычных совещаний здесь звучат музыка, слова благодарности и теплые поздравления. От лица администрации главы правительства Чеченской Республики хочу искренне поздравить всех коллег с Днем профсоюзного работника и профсоюзного активиста. Профсоюзное движение в лице Хусейна Гилановича и его товарищей всегда приходит на выручку. Это надежная опора и верные товарищи. И хочу искренне вас с этим днем поздравить. Здесь проходит торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню профсоюзного работника и активиста Чеченской Республики. Праздник молодой. Он учрежден в 2024 году по указу главы региона Героя России Рамзана Кадырова, но уже успел занять важное место в календаре профессиональных и общественных событий. Главная задача профсоюза – это защитить социально-экономические трудовые права членов профсоюза, обеспечить выполнение трудового кодекса в полном объеме, обеспечить соблюдение
законодательство в области охраны труда. Да, наша федерация добилась больших успехов. Мы последние 15-17 лет являемся в числе лидеров среди членских организаций Федерации независимых государств России по всем парам направлениям деятельности, в молодежной политике, информационной политике, в области развития социального партнерства. В рамках мероприятия прошла и церемония награждения. Ведомственными знаками отличия были отмечены те, кто годами трудится на благо работников, помогает отстаивать их интересы, решать сложные вопросы и выстраивать конструктивный диалог между трудовыми коллективами и руководством. Также заслугу получили победители республиканского конкурса «Лучший коллективный договор» и юные художники, участники всероссийского этапа, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В зале представители администрации главы и правительства Чеченской Республики, члены парламента, профсоюзные ветераны, лидеры и активисты. Среди почетных гостей – делегации из других регионов России. В первую очередь наша задача – это социальное спокойствие, то как раз чем мы занимаемся и что мы с вами обеспечиваем. Лузан Эрзбиева посвятила 47 лет жизни работы в системе профсоюзов. Женщина отмечает, что это дело всей ее жизни, и сегодня признание ее труда для нее большая честь. Мне нравится эта сфера. Это люди, те, которые работают, вдохновляя, поддерживая души своих работников, чтобы день, который прожит нами, каждым часом радовал страну и в первую очередь людей, которые тебе доверяют, которые находятся рядом с тобой. Если это получается, значит, ты день прожил не зря, и нам это очень приятно. И сегодняшняя награда для меня – это самая большая награда, потому что, значит, и профсоюз наш признал тебя в лице того лидера, в котором ты находишься вот уже несколько лет. Музей профсоюзов – это место, где бережно хранят память о тех, кто год за годом укреплял систему социальной защиты, отстаивал интересы работников и закладывал прочную основу для будущего профсоюзного движения региона. Здесь хранятся архивные материалы, исторические документы, охватывающие давнюю деятельность профсоюзов Чеченской Республики. Эти экспонаты не просто бумага и фотографии, а настоящая летопись борьбы, солидарности и поддержки человека труда. За праздничным антуражем годы напряженной работы. И именно сегодня эти люди услышали в свой адрес много заслуженных слов благодарности. В текущем году Федерация профсоюзов Чеченской Республики отметила и 100 лет со дня основания. Лимда Джамалдинова, Ислам Нацуров, Адам Юнусов, Вести, Чеченская Республика. Бизнес, информатика, юриспруденция, лингвистика. Всего более 50 образовательных программ. В Чеченском госуниверситете имени Ахмата Хаджи Кадырова активно идет приемная кампания. Подать документы можно как лично, так и онлайн, например, через госуслуги. До какого числа нужно успеть поступить, выясняла Рабина Гайтиева. Прием в Чеченском государственном университете проходит с 9 утра до 6 часов вечера. Сначала будущих студентов консультируют, помогая определиться с направлением. После выбора профессии абитуриент с необходимым пакетом документов обращается к техническим секретарям, где его данные вносят в электронную базу. На руки поступающий получает расписку и начинает ожидать результатов. Будущее за фундаментальными дисциплинами. В нашей стране в настоящее время большое внимание уделяется инженерному образованию, естественно-научному образованию. Фундаментальные предметы, специальности, направления подготовки, такие как химия, биология, математика, физика, безусловно, будут иметь в будущем популярность, потому что за ними стоит завтрашний день. Университет предлагает полный спектр образования – бакалавриат, магистратура, специалитет и среднее профессиональное образование. Наибольшей популярностью среди поступающих пользуются такие направления, как IT-технологии, медицина, государственное муниципальное управление и культурология. Отличное начало карьеры для поступающих – это профессиональный колледж Чеченского государственного университета. В этом году он впервые набирает абитуриентов по 8 специальностям, которые совмещают в себе традиции и приоритеты региона, а также современные тренды. После подачи документов будущий студент либо участвует в конкурсе аттестатов, либо сдает вступительные экзамены, в зависимости от выбранной программы. Учитываются баллы ЕГЭ или результаты внутренних испытаний. Я хотел, чтобы моя профессия была связана с информатикой. Бизнес, информатику и ТИС. Из-за того, что они подходили под мои требования.
Теперь абитуриентов ждет волнительный период ожидания. Те, кто успешно пройдут конкурс, уже совсем скоро начнут обучение в одном из лучших вузов региона с сильной образовательной базой и ориентацией на реальный рынок труда. Рабиат Гайтиева, Ислам Ибрагимов, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В селении Автуры Шалинского района завершены работы по укладке асфальтового покрытия на улице Хусейна Хаджи Бедерия. Все расходы, связанные с проведением дорожных работ, полностью профинансированы региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Благотворительная организация регулярно реализует проекты, направленные на развитие инфраструктуры и благоустройства. В Чеченском академическом театре имени Ханпаши Нурадилова состоялось закрытие 94-го театрального сезона спектакля «Бож Али». Это культовая комедия, наполненная искрометным юмором, яркими характерами героев и простотой, возвращает зрителей в 70-е годы 20 века, в эпоху советской власти. В этом году постановка по пьесе классика Абдулхамида Хамидова обновлена. В чем секрет ее бессмертия, какие грани чеченской жизни она продолжает остроумно раскрывать, расскажет Медина Мударова. Пьеса «Бож Али» впервые была поставлена в 1965 году и с тех пор завоевала любовь зрителей не только в Чеченской Республике, но и за рубежом. Произведение переведено на турецкий, арабский и другие языки. А спектакль с успехом шел на сценах Турции, Иордании, Сирии, Татарстана и Башкирии. Режиссер обновленной версии сохранил фирменный юмор, яркие характеры персонажа и народную мудрость, присущую оригиналу, но добавил современные театральные решения. События комедии «Бож Али» происходят в 60-х годах во времена Советского Союза. Главный герой сталкивается с потерей работы и авторитета. От него уходит жена. Он решает связать себя новыми узами и отправляется за невестой в соседнюю деревню. Там он, конечно, получает отказ, ведь репутация «Бож Али» опередила его. Мало того, неудачный поход за новой женой оканчивается дракой, после которой жених возвращается домой и просит у жены прощения. Комичные ситуации, яркие характеры героев красноречиво отображают людей из народа, простота и непосредственность. Вот в чем секрет успеха «Бож Али». Несмотря на исторический антураж, поднятые темы остаются актуальными и сегодня. Закрытие 94-го театрального сезона Чеченского государственного академического театра имени Ханпаши Нурадилова посетили официальные лица. Заместитель министра культуры Чеченской Республики Рустам Меликиев отметил высокий профессионализм коллектива театра. Действительно, коллектив в этом году поработал, были яркие гастроли, выступления, порадовали новым видением «Бож Али». Я еще помню при наших первых актерах, как этот спектакль был, и сегодня на ура принимается зрителям. Приятной частью мероприятия стало награждение. Медаль Министерства культуры Чеченской Республики за высокие достижения была вручена ряду актеров и сотрудников. Ахмадов Сулейман Сайдемиевич, артист драмы, мастер сцены Государственного автономного учреждения Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова. Умаев Рамзан Хусаинович, режиссер-постановщик Государственного автономного учреждения Чеченский государственный драматический театр имени Ханпаши Нурадилова. Ибулатов Юсуп Хасанович, артист драмы, Чеченский государственный академический драматический театр имени Ханпаши Нурадилова. Благодарственные письма от ГТРК «Войнах» вручила директор телерадиокомпании Рузана Веселаева. Мы сегодня пришли вместе с нашим дорогим коллективом, коллегами, и сказать честно, в очередной раз мы пребываем в восторге. Огромное спасибо вам за ваш профессионализм, за ваш талант, любовь к сцене и, самое главное, любовь к зрителям. Мы, зрители, это чувствуем. Благодарственное письмо является руководителю, директору Чеченского государственного драматического театра имени Ханпаши Нурадилова за высокий профессионализм, верность сцене и деятельное содействие в распространении театрального искусства посредством плодотворного сотрудничества
самым лучшим телеканалом ДТРК «Война». И благодарность объявляется от нашей телерадиокомпании Тингиеву Аюбу Магомед Саниевичу. Обновленная постановка была тепло встречена зрителями. Они высоко оценили игру актеров и общее настроение спектакля. Актеры играют на высшем уровне. Мы с большим удовольствием, я еще раз повторяю, сходим на просмотр спектаклей. Они не просто играют, они проживают свои роли. Но и мы гордимся тем, что такой талантливый коллектив возглавляет наша Хава Ахмадова. Чтобы попасть на закрытие театрального сезона, некоторые приехали даже с высокогорных районов. Я помню тот спектакль. Я колоссальное удовольствие получила. Моя дочь, моя дочь очень понравились. И актеры переживали, примут ли зрители новый состав давно известного спектакля. Подготовка к показу шла активными темпами чуть больше месяца. Хамид Азаев, Амран Джамаев, Дагун Амаев, Венбой Массангин Букуш, телевизор Чуагин театр Цабях Канчанд, и Бож Эльцагуш Адама, Шахин Стяхкин поколение церк Хулила даст. А Массангина Массарн Дукбиезбел, Барюштах, Оккулхал вот и Ильяшка, Вицен Божаил, Свиру Эльч, Мацкта Жандароус, Элерксан мероприятия, Сасен Куичхин, Аухкетчун, Божаилу, актер Аруахканчхин, Хармилу, Хар Божаилу Кач, Кунахул Божаил, Сунидайн, Халкансо, Иштам Хитарвацти, Сагат Дур. Этот сезон для Чеченского государственного академического театра имени Хампаши Нурадилова выдался насыщенным. Коллектив побывал с гастролями в Ярославле, там они показали спектакли «В горы за тобой», «Выше горы» и «Кровавая свадьба». К слову, последний вошел в лонг-лист национальной российской главной премии «Золотая маска». Следом в свой юбилейный год Волковский театр с гастролями приехал в Чеченскую республику. Мы очень волновались, мы не знали, как примет зритель новый состав актерский, молодых. Очень переживали, потому что это знаменитая комедия. Она шла 55 лет на сцене. Мы не просто ничего не испортили, то, что было когда-то до нас создано, но немножко привнесли, может быть, что-то свое и сохранили в целом вот ту форму и сценографию. Мне позвонили из Москвы и сказали, мы наслышали о том, что у вас просто феерично, с большим успехом идет чеченская комедия. Мы бы хотели, чтобы вот, в качестве исключения у чеченского театра было 2 показа на фестивале Федерации. И мы очень хотим увидеть национальный колорит, чеченскую комедию «Божали». Для нас это большая радость, честь. И мы готовы на фестивале показать 2 спектакля, один из которых «Гамлет», а второй «Божали». Ну а планы у театра, как всегда, масштабные. Мы сейчас работаем над спектаклем «Гамлет» Шекспира. Это единственный спектакль, наверное, который театр наш никогда не ставил, этот «Гамлет», хотя Шекспира ставили. Премьера должна состояться в день открытия фестиваля, 6-го фестиваля национальных театров Федерации. И, конечно, это тоже волнительно, но я считаю, что наш театр уже созрел для того, чтобы ставить вот такую великую драматургию Шекспира. Но это еще не все. В августе этого года театр Нурадилова будет в Москве принимать участие в фестивале «Театральный бульвар». В амфитеатре под открытым небом пройдет спектакль «Выше гор». 30 августа на сцене Вахтанговского театра состоится показ «Кровавой свадьбы», и следом 31 числа жители столицы страны увидят спектакль «Божали». 21 сентября планируется премьера «Гамлета». В преддверии Нового года покажут комедию «Чудаки». Чеченский театр регулярно привлекает жителей города интересными премьерами, а для гостей предусмотрены аудиоприборы с синхронным переводом в реальном времени. Медина Мударова, Марина Бестаева, Ислам Ибрагимов и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская республика. Отжимание на брусьях, мини-викторина, мыльное шоу. Программа фестиваля ко Дню молодежи была обширной. На бульваре Самбаева он собрал активную и спортивную молодежь, а победители состязания получили ценные призы и дипломы.
Здесь победитель определяется порой за считанные секунды. Одним из самых популярных и зрелищных состязаний на фестивале ко Дню молодежи стал армрестлинг. А не меньший интерес вызывали соревнования по отжиманиям, где участники стремились показать свои лучшие результаты. Самые высокие отжимания. 90, первый метр. Кварт нахботы уяхш. Отжимания сейчас, бейш, лукаислуш. Инзари самук дал. Гости фестиваля проверяют свои силы в гиревом спорте, а также скорости сборки-разборки автомата Калашникова и прыжках в длину с места. Развлекательная программа не оставила никого равнодушным. Артисты и творческие коллективы радовали публику популярными хитами, создавая праздничную атмосферу. Посетители активно участвуют в викторине и выигрывают призы, наслаждаются тортом, любуются мыльным шоу от Грозненского дельфинария. В атмосфере радости, смеха, теплоты и дружбы каждый здесь проявляет себя с самой яркой стороны, раскрывая свои таланты и показывая, на что он способен. Организатором выступило Министерство по делам молодежи. Всех победителей и призеров спортивных соревнований наградили дипломами и ценными призами. Рамзан Абуев, Лесхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. В магазине «Мадам Коко» современные линии дизайна переплетаются с выразительной элегантностью. Это не просто магазин текстиля и товаров для дома, это воплощение философии, где каждая деталь создана для гармонии. Он предлагает широкий ассортимент товаров, способных превратить дом в убежище стиля и уюта. Репортаж Лейлы Муртазовой. Уют начинается с деталей. Чтобы этого создать, желающие смогут обратиться в магазин «Мадам Коко». Здесь любая мелочь создана для домашнего тепла. «Мадам Коко» – это международный бренд, родом из Турции. Мы работаем с 11 января 2025 года. За что же нас полюбили в Чеченской Республике? За широкий ассортимент продукции, за высокое качество наших товаров, за доступные цены. Сам магазин расположился в доступном месте в торговом центре Грозный молл, столице республики. Здесь большой ассортимент товара для спальни, ванны, кухни и даже элементы декора. Если вы ищете вдохновение для своего интерьера, загляните в «Мадам Коко». Возможно, тут вы найдете, что так долго искали для вашего дома. Это отличная возможность обновить внутреннее пространство без лишних затрат. Чтобы украсить интерьер домашним текстилем, здесь вы найдете практичное постельное белье на любой вкус. Полотенца, пледы, ковры различного дизайна. Одна из частых клиентов – это Радима Эдельгириева. По ее словам, она отдает предпочтение «Мадам Коко». Здесь товары для дома, даже для подарков. Но самое, что мне нравится, это текстиль, постельное белье и большой ассортимент товара именно вот «Мадам Коко». В воздухе парят самые вкусные запахи, передающие ароматические свечи ухода, которые также можно приобрести здесь. Еще один плюс «Мадам Коко» – это то, что они часто проводят акции, сезонные распродажи, а также мастер-классы по сервировке и декору. Скатерть, она должна быть чистой, выглаженной. Мы выбираем преимущественно натуральные материалы. Это может быть хлопок, может быть лен. Кухня – это особый уголок в доме, поэтому ее всегда хочется украсить и наполнить теплом. Для этого достаточно посетить данный магазин, где есть стильная посуда и аксессуары. Очень много ассортимента, приятно, радушно нас встретили, я очень довольна. Магазин работает с 10 до 22 ночи и всегда готов принять своего клиента на высшем уровне. Лейла Муртазова, Лёма Мадиев, Магомед Ахмадов, Вести, Чеченская Республика. Летний воздух, пропитанный пряным ароматом, и бескрайние фиолетовые поля, простирающиеся до горизонта. Это не Прованс, это высокогорное селение Чиннах, расположенное на высоте 780 метров над уровнем моря. Там находится лавандовая ферма семьи Арцуевых, первая в нашей республике. Что производит из лаванды, выясняла Медина Мударова. Лавандовым полям Прованса нашелся достойный соперник. В Идум-Калинском районе снова зацвело фиолетовое море. Это место давно уже пользуется огромной популярностью среди жителей и туристов. Здесь гости могут не только полюбоваться горными пейзажами, но и насладиться фирменными напитками с лавандой. Место настолько атмосферное, что хочется просто расстелить плед, нарезать закуски и наслаждаться закатом. К слову, за этим сюда и приезжают, а еще за потрясающими видами для фотографий. Я узнала, что люди, которые развили вот эту вот ферму лавандовую, они
переехали с города в горы, к истокам. Это настолько прекрасно, даже просто, чтобы увидеть таких людей, познакомиться с такими людьми, которые нашли в себе смелость, дух, вот так вот все оставить и устремиться к родным истокам в горы. И я сюда приехала, и вот реально посещает мысль обо всей этой городской суете. Зачем это все, когда у нас есть такая красота? В начале лета здесь кружит голову от ароматов. Всей красоты не может передать даже камера. Ну а виновник торжества Макка Исрапилова. Уже 5 лет женщина занимается выращиванием лаванды. Да и место выбрано не случайно. Селение Чинах – родовое село ее мужа. В один день Макка не побоялась воплотить в жизнь дерзкую мечту, несмотря на все риски. Мы, не имея знания в агрономии, начали делать это, разводить лаванду. Но уже набрались опытом, думаем, в дальнейшем уже местными жителями обговариваем арендовать землю. Главное для меня мотивация была сделать это все ради старшего сына, так как он у меня болел ревматоидным артритом, очень тяжелой формой. И мне хотелось что-то для него оставить, бизнес, который без меня, он чтобы мог не работать на кого-то, мог работать на себя. И так как лаванда – это долгосрочная перспектива и рентабельный бизнес, вот это ради него и началось. Ну, конечно, и любовь к природе, и цветам свои тоже взяла. Здесь лавандой можно не только любоваться. Благодаря лечебным свойствам растения его добавляют в напитки и десерты. Также изготавливают мыло, фирменные полотенца и эфирные масла. Делать все это в одиночку было бы сложно, поэтому в бизнесе задействована вся семья. У Макки и Юсуфа 5 детей. Каждый из них помогает ухаживать за лавандовым полем. Когда туристы должны приходить, тогда мы приходим на лаванду. И вот мы готовим шашлыки, готовим мохито, кофе и клубнику. И мы всегда клубнику ложим, потому что у нас в огороде растет. С открытием летнего сезона здесь традиционно организовываются тематические пикники. Гости наряжаются по определенной тематике, чаще всего это фиолетовый цвет. Фотографии, напитки, ну и шашлыки на лавандовом маринаде. Все это обеспечено. Ферма привлекает внимание своей необычайной красотой и уникальным ароматом. Любой, кто проезжает мимо, обязательно заезжает в гости. Теплый прием им обеспечен. Медина Мударова, Ислам Нацуров, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт Алвайнаха в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.